Нас никто не принимает случайно, пока мы настраиваем микрофон, там камеру. По-моему, все good. И всем привет, друзья! С вами команда Казахстан Тим. И у нас очередная покатушка. Но покатушек у нас, я думаю, не было. То у меня проблемы с экшн камерой, то микрофоном. Сегодня я хотел с вами немножко поговорить и постантить. У меня таких видосов не было. Все обычно под музыку. Под музыку что-то смотреть очень скучно. Я же тоже смотрю YouTube там. Смотрю блогеров. И смотришь такие типа станты под музыку там. Но порой становится скучно, честно. Все смотрят, короче, собираем взгляды. Вот так вот. Хотел с вами обсудить такую тему. Как бы уже сентябрь месяц, сегодня 11 сентября 2021 года. И уже осень, уже скоро будет закрытие сезона там. Ну, у нас в городе такого нету. У нас мотобратства такого вообще нету, потому что мало людей интересуются мототемой. Поэтому я в городе один такой суетолк. Там всех призываю, типа, тут асфальт фиговый, а то можно было немножко понтануться так. И люди, я вам скажу, я видел, кто ставит ставки. Люди, ставки это зло. Вообще не ставьте деньги, вообще, даже вам капец скучно. Хоть убейтесь об стену, но не ставьте ставки. $1 даже не ставьте. Если лишние доллары у вас есть, тогда залейте бензин, например. Валите, как я, на заднем. Это гораздо лучше, чем пить, курить, там, делать ставки. Это как бы спорт. Ну, у нас это официально стант спортом не зарегистрировано, как бы. Но это спорт. Вот, как бы я сейчас обедаю весь Зайсан вместе с вами. Надеюсь, нас не примут. Скоро снимем обзор на Рокс. Ох, блин, как чайнет. Асфальты у нас капец плохие, я бы сказал. Поворотники спереди у нас нету пока что. Покажем рукой. И, короче, что я хотел? Насчет канала. Как это все произошло, почему я продал, как бы. Мне в то время что-то бомбануло, что мне надо продать канал, типа завязывать с этим, типа создать на казахском и все дела. Потом как я продал, продал очень дешево, я думаю. Я же в этот канал вложил столько сил, столько времени, которые не оправдались, как бы, потому что монетизации у меня нету. Наверное, кто-то не знает об этом. Блин. Как бы продал за 1000 рублей, за 6000 тенге. За эти деньги купил Атену ремень. И что произошло? Как я продал только. И через неделю, наверное, я понял, что я это сделал зря. Потому что MotoKZ, мой казахский канал,
канал на казахском языке набирает очень мало просмотров, очень мало активности. И как бы мне хотелось, общаться с теми людьми, которые, тоже в мототеме, там, поддерживают меня. В Казахстан теме таких много, те, кто поддерживает меня. И как бы хотелось вернуться в эту тему. И как бы я не хотел этим, владельцам, которому я продал канал, связываться, никаких контактов, электронной почты у меня не было. Но хоть и можно было это узнать, но потом, мне очень так повезло. Потому что я так хотел зайти в список администраторов этого канала и там найти электронную почту и этому чувачку написать, типа, давай обратно продади мой канал обратно мне, чихну сейчас. Потом я захожу в этот, я же не основной владелец, я как бы продал и дал основного владельца право этому чувачку, англичанин что ли. И он как бы хотел этот канал сделать что-то там про типа ставки, про какой-то там обман. Он вложил, один видос у него набрал 20 тысяч сразу через неделю. И, по-моему, это, раскрутка, накрутка, там все дела. И, YouTube забанил этот видос. Я так понял. Потом я такой захожу и думаю, а я могу ли, типа, основного владельца поменять? По идее, основной владелец это основной. Он выше тебя, типа, ты ниже его, и ты не можешь его удалить, как бы. Вот, собираем взгляд. Потом для интереса нажимаю, и там в списке, типа, владелец и основной владелец. Я такой, вот круто, мне повезло. И думаю такой, раз он обманул Ютуба, раз он обманывает людей, давай-ка я верну свой канал назад. И нажимаю такой, выбираю себя и основным владельцем назначаю. И удаляю этого чувачка, который нечистый. Если он вкладывал нормальные видосы, там, типа автотема, там, ремонты, там, вся фигня, и чисто было бы, я бы не трогал его. Так что не думай, что я наебщик там, либо какой-то там мошенник, нет. Я вот так верну свой канал. У меня там просмотр набирается нормально, так прилично, благодаря обзору Лупусу там, который тюнингован насмерть за 40 тысяч рублей. Дрокс свалит, но чуть-чуть похоже, чем этот Лупус. Пока что это. Я купил трубу Janelle Record. Она более низовая и середина есть. Вот ее поставлю, настрою и как бы сниму обзор нормальный, человеческий. И Лупус вставала на заднее с газа. Вот этот Рокс пока не встает. Я помню, когда настраивал, она вставала на заднее с ручки. Но я что-то потерял вот эту настройку азы этого. И вот такая ситуация. Что с каналом будет? Каналом будем работать, вкладывать видосы, втягивать людей в станд. Мы набираем скилл, вот так вот даже может.
иногда получается вот так вот наоборот сесть. Ну, обратно сесть, вставать, там, ну не всегда. Скилл надо набирать, как бы. Я весь сезон особо так не катался, потому что я красил Рокс. Настраивал, там работа была дома, там на работе, как бы обычно. Что-то похуже стало. Я отвлекаюсь, как бы, разговариваю с вами. Что-то похуже у меня получается. Это движуха. Вот. Короче, скоро будет обзор на Рокс. Подписывайтесь, ждите видосов от меня. Я съездил в дальняк на нем. Общий маршрут составил где-то 1300 километров. Вот. Если быть точнее, 1250. В одну сторону 650, обратно 500. А, нет, 1150, да, получается? Ну такие одни суетологи по Зайсану, блин. Хотелось бы напарника. Есть медик в нашей команде. Че он бибикает-то? Блин, дорога вообще фиговая. Че он бибикает? У меня что-то не упало, а там не выпало, ничего не болтается. Это вроде все нормально. А че он бибикает-то? Или какой-то знакомый, что ли? Которого я не знаю. Это нормально все? Че ты бибикаешь? Вот такие вот ситуации. Как бы я хочу в следующем сезоне настроить Рокс нормально, адекватно и расточить Малоси Спорт, поставить новый Porsche, новые кольца, все сделать по-человечески. И я хочу тоже в дальняк съездить в Семск, либо в Ускоман, и там на площадке прям жить так знатно, чтобы тренироваться прям как день и ночь, чтобы там быть. Потому что в Зайсане площадок особо нету, все кривые, все узкие, не длинные там. Возможностей мало. Я так хочу научиться делать круги. Для кругов надо площадку нормальную. Потому что круги надо начать с большого там радиуса, большого диаметра, как сказать вам. Правильно будет радиуса, наверное. Потому что сразу ты как будешь учиться, ты не можешь делать маленькие круги, вписываться в вот эти маленькие дороги. Надо шире и ровнее, короче. Вот, я не знаю, слышно нормально или хуже там. Я купил новый шлем, поставил в него, и у него визор есть, надеюсь. Вот здесь вот площадка есть, типа такая, блин, но здесь проходимое, место, там и менты проезжают, как бы, и людям ты можешь мешать, и там площадка такая себе, не как бы, там, как бы рукой, лопатой там накидали все, неравномерная, так. У нас есть ровные площадки, но это не площадка. Это мы называем это площадкой, это, по сути, дорога. Там и неудобно тренироваться. Почему? Потому что машины вот проезжают. Ты не должен им мешать, создавать помехи. Вот, включаю поворотники. Вот такие вот. Короче, здесь в Зайсане нету площадки. За Зайсаном, за городом, где-то есть завод, где производят минералку. Там
площадка есть офигительная. Но я не знаю, туда пустит, не пустит. Ну, это от города где-то 20 километров. Ну, в неделю один раз туда можно съездить. Но если пустят туда. Но это мы уже будем пробовать в следующем сезоне. Вот так вот. Суетологи. Я стопе так и не научился делать. Потому что тормоза у меня спереди. Ну, тормозят так-то, но для стопе этого мало. У него там масло повсюду. Вилка у меня потекла. Хоть я менял масло в сальнике. У меня перо там битое, что ли, или ржавая, типа вот. Есть же. Ну, типа неровности, короче, ямки есть такие. Из-за них, короче, это все дело течет, потеет. В остальном, Рокс меня устраивает. У нее все хорошо. Низа, середина, ну, середина маловато. Но иногда она втягивает, вытягивает. С этим дело нормально. Да, ну мы уже 16 минут написали. Записали видео, блин. О, какой-то мотобрат там. Пикжан вроде. У нас город маленький. Знаем всех. Но взрослых там, уралманов, дядей, которые катаются без шлема, их не знаем. Лучше тут не суетиться, как бы. Проходимое место. Қалай жағдай? Чего там не істейсің? Базар жақтан? Сезон бұт барады ғой енді. Катать ет қалайындап күн суып кетсе қалады сол кейін. А? Ол салып кетеді, алмаса қалады. Жүре берем. Для интереса қойған ғой. Алып кетсе басқасына алып алам ба деп. Алып кетсе басқасына алып алам ба деп қойып көрген ғой. Может быть мотоцикл, может быть слайдер. Сол 700-ден ары қарай ғой. Сол тренировка жасап жүрген. А? Bir ayna alып келем. Маған жіберсең дүркетеді қой. Иә. Қайда қол? Кто хочет обзор на вот этот аппарат, ну, китайский какой-то мопед, но название не важно, потому что, ну, Люоджа, вот, можем заснять на него обзор. 110-кубовый аппарат. Ну, типа ретро-стиль, там, Honda какой-то там, типа. Ну, мне скучно на таких аппаратах кататься, если честно. Мне надо, чтобы она ввалила на заднем прям. Жүрем екен? Рөлде сен положение ойне примерно ана сияқты. Төмен, е? Наның рөл төмен екен, анаң төмен екен? Бірдей ме әлде? Анау төмен? Анда еще биік. Иә, көті биік мына жағы. Бүйтіп отырасың. Ой, жақсы екен. Жақсы.
Блин, ветер капец стоит. Сдувает прям. Я так-то для интереса поставил ее на продажу. Вот видите, как прям... Вот, сейчас проехали нормально. Я тренирую вот этот трюк, который one hand. Опускаю руку справа. Слева я могу. Слева это запросто. Вот так не могу. Вот справа я не могу. Потому что я без газа проезжаю мало. И работаю не так плавно, с тормозом. Я знаю свои минусы. До пластика нога не достает. Я думаю, этого достаточно для нашего покатушки. Потому что сейчас могут появиться и менты, там, короче, кругом стукачи, короче. Как этого... Блин, ты не поверни, пожалуйста. Ты же видишь меня, да? В городе катайтесь осторожно, ребята. Я так стритуху устраиваю, но желательно смотреть по машинам. Потому что они могут резко повернуть, пропустив поворот. Либо могут сразу же остановиться на месте, забыв кое-что дома. На вас им пофиг. Потому что вас не видно. Скутеристов, мотоциклистов очень не видно так. Они же смотрят. Смотрят же. Нас меньше. И мы маленькие. Поэтому мы им как мухи, короче. Мы мешаем. Мы маленькие. Мы жужжим. Отличный пример, да? Устраиваем такую суету. Вот он назад как бы едет. Не смотрит в зеркало. В зеркало ты вообще не виден там. Если, конечно, там посмотрит, обернув голову назад, тогда только ты становишься видимым. Блин, что тут? Ладно, ребята. Всем спасибо за просмотр и спасибо за то, что посмотрели до конца, потому что много людей мотают и не смотрят до конца и пропускают интересные моменты и, короче, пишут в личку, спрашивают, которые вопросы, ну, ясно, были ответы на видосах. Если бы они не пропустили вот этот какие-то минуты, то бы они этого узнали. Вот так вот. Всем спасибо за просмотр, ребята. Еще раз. Я ценю вас. Я вернулся назад ради вас. То, что вы постили видосы. И как бы я такой один суетолк в Казахстане. Не в Зайсане, а в Казахстане. Таких больше нету. Людей, которые стантит на скутеры, вкладывает нормальные качественные видосы, стараются для подписчиков. Таких мало. Вот. Всем спасибо, ребята. Пишите комментарии. Как вам такой видос? Пилить еще, не пилить? Ладно, давайте. До встречи.